Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Месяц Рамазан — благой месяц. Он заполнен добрыми, благими деяниями. И каждое доброе дело, оно очень ценно перед Всевышним. Аллах Та'аля каждого из нас удостаивает чести приблизиться к себе, к своей милости. Каждое наше доброе дело, оно перед Всевышним, оно очень ценно. И Аллах Та'аля в Коране говорит, если вы даже сделали доброе дело весом с пылинку, то есть вы даже его, это доброе дело, за доброе дело можете не считать. Но Всевышний это дело зачтет, и это дело, оно будет весомым. Часто мы делаем добрые дела, и каждое доброе дело, благое дело, оно меняет нас в лучшую сторону. Но наши изменения, они для нас незаметны. Например, один из учеников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Абу Бакр, ради Аллаху анху, в один из дней пришел к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и пожаловался то, что он расстроен по причине того, что он не меняется. Он расстроен из-за своего состояния, что он рядом с пророком находится в состоянии благости, умиротворения. Все мысли у него устремлены к благим деяниям, к тем мыслям, которые бы приблизили его ко Всевышнему Аллаху Та'аля. Но стоит ему выйти из мечети, отдалиться от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, физически, так тут же его мысли начинают посещать ненужные мысли, ненужные планы или какие-то мысли, за которые ему становится не по себе. И он был раздосадован этим состоянием. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, улыбнулся и сказал Абу Бакру, ради Аллаху анху: «О, Абу Бакр, саатан аля саатин, саатан аля саатин». О, Абу Бакр, потихоньку, понемногу, шаг за шагом ты очищаешься. Но твое очищение или твое изменение в лучшую сторону, ты его не замечаешь. Это подобно как с детьми. У каждого из нас, наверное, дай Бог, иншаллах, есть дети. И вот когда мы видим, что наши дети растут, нам периодически об этом говорят, напоминают, но мы можем не замечать, в какой момент они выросли. Потому что мы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находимся рядом с ними. Мы разумом нашим понимаем, что они растут, но где именно они выросли, когда именно выросли, мы можем не понимать и даже не замечать. А бабушка, которая не видела, например, своих внуков целый месяц, через месяц она может увидеть: ого, как они выросли. Ты посмотри, субханаллах, слава Богу, какие они красавцы, может сказать про своих внуков. И вот то же самое, каждый из нас меняется в лучшую сторону, каждый из нас меняется в лучшую сторону, но мы не замечаем этот момент, когда именно мы поменялись. И каждое доброе дело, оно нас приближает ко Всевышнему, к милости Его. И каждое плохое дело, каждый грех нас, наоборот, отдаляет от милости Всевышнего Аллаха Та'аля. И в Коране Аллах Та'аля говорит про наши добрые деяния, и конкретно Аллах Та'аля упоминает молитвы. Молитвы нас оберегают и отдаляют от плохого, от дурного. Вот как раз очень важный момент, что и пост, он тоже нас отдаляет и оберегает от дурного, от плохих мыслей, от дурных мыслей. И это для нас, каждого из нас, это должно быть таким мерилом. Если кто-то из близких говорит: слушай, ты так поменялся за этот месяц Рамазан, изменился в лучшую сторону, Аллаха шикр, слава Аллаху, слава Богу. Если кто-то говорит, то это хороший сигнал. Сигнал, что мы на верном пути, что мы меняемся в лучшую сторону. И наши молитвы, они выполняются правильно. И наши посты, они тоже выполняются, иншаллах, правильно. Пусть Аллах Та'аля примет наши благие деяния, и каждое благое дело, оно нас приближает ко Всевышнему. Наш пост, вот сегодняшний день, например, мы сделали что-то доброе, это маленький шажок навстречу ко Всевышнему Аллаху Та'аля. И Аллах Та'аля также обещает в Кудси хадисе: если вы сделаете шаг навстречу ко мне, то я к вам навстречу пойду. И если вы ко мне навстречу пойдете, то есть увеличите свои благие деяния, то я к вам навстречу побегу. Поэтому каждое доброе дело, возможно, оно маленькое, мы даже его за доброе дело можем не считать. Это улыбка соседу или незнакомцу, или доброе слово, пожелание
благого дня, например, человеку. Возможно, для нас это ничего не стоит, но для этого человека эта улыбка, это доброе слово, оно очень важно. И, возможно, оно заполнит его душу и сердце светом и любовью ко Всевышнему Аллаху Тааля. Давайте заполним наши дни и нашу жизнь благими деяниями, ведь никто из нас не знает, именно из-за какого поступка, из-за какого дела, по милости Всевышнего Аллаха Тааля, нам дарует райскую обитель. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.